Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Президентка Майя Санду поговорила о гибридной войне России в Молдове, проблеме Приднестровья и экономических вызовах в выступлении на Генассамблее ООН. Народный фольклорный ансамбль «Ивелки Оюнджулар» представил гагаузскую культуру на 50-м международном фестивале музыки и фольклора в Турции. Водитель без прав пытался дать взятку полиции. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Начала свое выступление Майя Санду с заверений о решительной поддержке Украины Молдовой. По ее словам, соседнее государство борется за свой суверенитет и образ жизни, а также призвала всех поддерживать Украину. Мы решительно поддерживаем победу Украины, потому что, когда победит Украина, победит и свободный мир. Сейчас более чем когда-либо поддержка Украины не должна ослабевать. По словам Санду, Молдова не сталкивалась с военной угрозой, но каждый день сдерживает гибридный натиск российского государства, его попытки повлиять на внутренние дела нашей страны. В этом России помогают коррумпированные преступники, а инструменты влияния остаются многочисленными. В своей речи Санду подчеркнула, что Молдове удалось сохранить мир на всей своей территории, в том числе в Приднестровье. Она призвала вывести оттуда незаконно размещенные российские войска, при этом подчеркнув стремление Молдовы к мирному урегулированию конфликта. Санду также упомянула проблемы с нарушением прав человека в Приднестровском регионе. Они вызывают глубокую обеспокоенность. Народный фольклорный ансамбль «Ивелки Оюнджулар» представил гагаузскую культуру на 50-м международном фестивале музыки и фольклора в городе Селевке, Турция. Артисты из Гагаузии на протяжении 6 дней выступали перед многочисленной публикой в разных районах турецкого города. Ансамбль показал зрителям 6 гагаузских и молдавских народных танцев и покорил турецкую публику своим профессионализмом и хореографическим мастерством. Выражаю огромную благодарность организаторам этого масштабного мероприятия за то, что нам выпала честь стать его участниками, отметил руководитель народного фольклорного ансамбля «Ивелки Оюнджулар» Илья Менчоглу. В рамках фестиваля свою культуру также представили творческие коллективы из Азербайджана, Узбекистана, Болгарии и Турции. Все артисты получили благодарственные письма и памятные сувениры за участие в культурной программе мероприятия. 24-летний мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, пытался сегодня дать взятку полицейским, предложив им 300 евро. На трассе Р6 сотрудники остановили автомобиль Audi с иностранными номерами, который ехал с превышением скорости. За рулем находился 24-летний мужчина из Республики Молдова. В ходе проверки установлено, что водитель лишен прав управления транспортным средством. Чтобы избежать санкций, он предложил полицейскому 300 евро, а поскольку правоохранители отказались от денег, оставил средства в машине под передним сиденьем, говорится в сообщении полиции. На место была вызвана оперативная группа для документирования дела. Молодого человека будут привлекать к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также к уголовной ответственности за активную коррупцию. Ему грозит тюремное заключение на срок до 6 лет или штраф от 100 до 200 тысяч леев. В Молдове еще на 60 дней продлили режим чрезвычайного положения из-за войны в Украине. Такое решение принял парламент на заседании 21 сентября по запросу правительства. За проголосовали 57 депутатов, против 1, 4 воздержались. Министр внутренних дел Адриан Эфрос представил на заседании парламента аргументы правительства. По его словам, необходимо продление чрезвычайного положения обусловлено сохраняющимися рисками для безопасности нашей страны. Он также подчеркнул, что продление чрезвычайного положения позволит властям принимать превентивные меры, укрепить энергетическую безопасность страны и защитить критическую инфраструктуру. Блок коммунистов и социалистов выступили против продления ЧП. Оппозиционные депутаты почти в полном составе покинули зал заседаний, за исключением депутатов Дианы Караман и Ивана Кёксал. Фольклорный ансамбль «Чимишери» выступили на музыкальном вечере в Румынии. Подробнее в репортаже наших коллег Медиа ТВ Чимишлия.
Ansambluri folclorice de la Casa de Cultură a orașului Cimișlia au vizitat la mijloc de septembrie municipiul Câmpina, oraș înfrățit cu Cimișlia din martie 2015. Câmpenenii i-au întâmpinat cu brațele deschise pe oaspeții din Republica Moldova. Este vorba despre un spectacol unde au evoluat ansamblurile folclorice Cimișarii, Legenda, conducător Leonid Nenescu, cu ansamblul de dansuri populare Brâuleț, conducător Petru Păduraru. Ansamblurile folclorice au reprezentat orașul Cimișlia în fața a peste 500 de câmpeneni, promovând neamul prin arta cânticului și al dansului. Oamenii și-au exprimat mulțumirea prin aplauze și zâmbete. Conducător artistic legenda Leonid Nenescu. Brâuleț, conducător artistic Petru Păduraru. Domnul primar al municipiului Câmpina, moldoveanu Alin, a mulțumit oaspeților din Cimișlia pentru prestația artistică extraordinară, iar primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache, a mulțumit gazda pentru atmosfera prietenoasă a spectacolului. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши соцсети. До скорых встреч!